Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Алексей, и вы на канале Куб Стейк Плей. Сегодня у нас на обзоре будет еще одна реакция на Сумочкина Продакшн. Обзор... Как вы видите на экране, обзор Five Nights at Freddy's 4. Будем как раз делать его. Подписчики именно попросили именно это сделать. Потому что третья и первая часть именно обзора на Сумочкина вам очень хорошо зашло. И меня попросили сделать продолжение. А перед началом видеоролика лайк, подписочка перед подписочкой, чтобы не было без башской с ютуба. Пишите комментарии. Если хотите поддержать, ссылка на донат будет в описании. И лучшие донатеры и лучшие комментаторы попадут в следующий видеоролик. Так что приступим. Let's go. Roll out. Фредди не особо походила на финальную, как это обычно бывает. Она была неоднозначно встречена как критиками, так и игрой. И наверняка даже сам Скотт понимал, что где-то он свернул не туда. Поэтому истинное завершение... Ну да, вот с Сумочкиным я чуть-чуть на 50% согласен, что есть какой-то неудачный эксперимент у третьей части. Давайте посмотрим, что он в четвертой части Что-то не заставило себя долго ждать, и уже спустя месяц после выхода многострадальной тройки начали появляться тизеры загадочной четверки. Первым выступил Фредди, а точнее уже кошмарный Фредди, но об этом еще никто не знал. Он держал... Вот, кстати, вот отсылка на него очень похожа на Фредди Крюгера. Чуть-чуть похоже. Вот сейчас сами вы шляпу, а из его тела торчали еще 3 маленькие головы Фредди, создавая тем самым совершенно новый пугающий образ аниматроника, навевающего злодеями ужастиков 80-х и Фредди Крюгером в частности. Ну да, а дополняла картину надпись «Последняя глава» и дата Хэллоуин 15 года. Как позже окажется... Пусть я даже по новостям именно Скотта Колтона еще не следил, я с Five Nights at Freddy's был еще знаком по теории одного именно ютубера. Ну, я отдельно в конце ролика скажу. Так что продолжим. Это неверно, ибо сама игра выйдет намного раньше, в июле. Впоследствии Скотт отмахнется, хэллоуинская дата была для хэллоуинского ивента в игре, хотя все мы прекрасно понимаем, что это не так, и кое-кому было просто не втерпёж сделать и выпустить игру. Последующие тизеры уже имели более конкретную суть, нежели просто показ персонажа, и все как один спрашивали у зрителя, был ли это я, а может быть я. Дополняя все это цифрами 8 и 7. В коде сайта scottgames.com, где был опубликован тизер, повторяются такие цифры, как 8 и 7, вероятно указывающие на событие укус 87. Ну, это действительно так. Похоже. Да, очень сильно похоже. Скрывающимся в коде сайта, люди быстро смекнули, что речь идет именно о знаменитом укусе 87, и что новая и, наверное, последняя часть наконец откроет завесу этой тайны. Так надеялся и я. Произошло ли это на самом деле, узнаем в данном ролике. С вами Сумочкин, а это обзор Давай, Сумочкин. Five Nights at Freddy's 4. А вот и ностальгия пошла. 5 ночей с Фредди 4. Сейчас он нам расскажет. Сюжет. Игра открывается предостерегающей надписью, что осталось 5 дней до вечеринки. И спустя каждую ночь дней остается все меньше и меньше. На фоне играет утробный депрессивный эмбиент, который то и дело разбавляется противным смехом. Да, это довольно неприятный смех. Мы управляем плачущим мальчиком, над которым при любом удобном случае издевается его брат, пользуясь страхом ребенка перед аниматрониками. Ты чё пугаешь? Он пугает его, выскакивая с криком, напялив маску Фокси. Запирает его в своей комнате и даже в тех помещениях с запчастями устрашающих машин. И постоянно над ним смеется. Ну,
Но у обижать мальчика его есть друг. младшего брата. Маленькая игрушка золотого. Вот небольшое уточнение, вот. Как все вот думают, в этой игре именно происходит немного где-то в прошлом. Где-то в 83-м году. Это так по теории можно так предположить. Потому что здесь события происходят в 1983 году. Это в этой вселенной. Ну, там был сын Уильяма Афтона. Вы можете позже узнать, вот. Если дальше там посмотрите новые видеоролики. У Фредди, или как позже будет понятно, Фредбера. Фредбер говорит с мальчиком, говорит, что он будет с ним, высказывается по поводу происходящих событий и подмечает, что завтра будет новый день. Но что самое главное, игрушка постоянно на него смотрит своими белыми глазами-точками. Где бы ни был мальчик, там будет Фредбер, будь то его комната, пиццерия или даже улица. Однако сам он ничего сделать не может, а только наблюдает, как брат мальчика пугает его из-под кровати, выпрыгивает из-за телевизора и, конечно же, прикола ради, тащит его со своими дружками на его же дне рождения прямо в пасть железному Фредберу. Пока тот из-за попадания в механизм влаги в виде слез... Ой, это больно, это больно. Was that the bite of 87? Маркиплеер. Брат извиняется за содеянное, но уже слишком поздно. Игрушечные Фредди, Бонни, Чика и Фокси говорят, что они его друзья, и они все еще здесь. В то время как игрушечный Фредбер говорит, что соберет мальчика воедино. Все исчезают. Да, исчезает очень сильно. Сюжет довольно сильный. По одному лишь факту наличия всех этих катсцен и выстраивающегося из них сюжета, можно понять, что это была последняя часть. Кот устал играть во все эти секреты и подсказки, а потому выложил все на блюде самым прямым способом. Угнетающий эмбиент на пару с непрекращающимся низким смехом делает свое дело, и вы чувствуете себя одиноко и неуютно, тем более с такими-то родственниками. Укус 87, 83, неважно, оказался небольшим и громким инцидентом, не взбесившимся одержимым роботом, а всего лишь неудачной шуткой пустоголового, вечно хохочущего братца, которому теперь уже не до смеха. Привет. Ты кто? Звук. С самых первых секунд стоит вам только попасть в меню, как игра тут же задает тон и атмосферу этой музыкой. Так, вот это, кстати, музыка под авторскими правами. Вот очень Сумочкина. Дольше первых Да, 5 да, секунд это- я вам ее дать послушать не могу, мы с Здесь, этим не в ладах. авторские Но права. того, что есть, уже достаточно. Завывающий тон музыки, как растущий гул опасности, что приближается прямо к вашему дому. И так оно и есть. Ведь присмотревшись получше к кустам, вы поймете, что это вовсе не кусты, а чудовища, что затаились в ночи прямо рядом с вами. Да, довольно изображение. Безумно обожаю это изображение. Оно реально выдерживает тон и атмосферу всей игры. Атмосферу ночного кошмара, затаившегося ужаса и тварей, что подползают к вам все ближе и ближе. В самом доме и геймплее не представляете себе что-то особенное, достаточно утробный, позволяющий отразить погруженный во тьму ночи дом, но и не шибко запоминающийся, как с первой частью или второй. Поэтому эмбиент дополняют, ну или точнее скрашивают звуки ночного дома. Старинные часы, лай собак за окном, шум радио где-то вдали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это немного вот, походу, напоминает его слова из Five Nights at Freddy's 2. Но мы еще не дошли до этого. Ну, у Five Nights at Freddy's 4 мы сейчас будем дальше обзор делать. Но он дальше там про детка, бабка и Петровича говорит. Мы хоть вместе с Оптимусом реакцию делаем. Он туда рядом стоит, если что. Видит ваши результаты. И смех кошмарной твари в коридоре.
Геймплей четвертой части базируется в основном на слухе, и поэтому игра богата всевозможными звуками на манер первого. Да, я согласен. Здесь надо вот наушники практически делать на максимум. Здесь не просто как за камерами следить, а здесь именно надо прислушиваться, рядом аниматроник или нет. Первой части. Ходьба аниматроников, их дыхание и адский смех, которого так не хватало со времен FNAF 1. Если выбирать победителя, то Фредбер без разговоров занимает первое место. Его смех чрезвычайно низкий, протяжный. Мистер Халютина. И что самое Да, главное, страшный если у какой. Фредди он был несколько грустный и меланхоличный, и его понять можно было, то у Фредбера наоборот, насмешливый, издевательский, играющий смех. Какой гигантский. Такой, что вы ни за что не хотите видеть его в своем коридоре. Здорово. Графика. Показательно, что для своей последней части Скотт решил избавиться от локации пиццерии и ей подобных, и вместо нее погрузить игрока в более спокойные и понятные стены дома, вашего дома и вашей комнаты. Сеттинг вновь стал приземленным, понятным каждому. Нет больше никаких аттракционов ужаса или сумасшедших пиццерий с их электричеством. Есть только вы, ваш дом, ваша комната, игрушки, шкафчик и мозг. Фокси, На мой ты чё? взгляд, именно благодаря сеттингу аниматроники работают. Сам их дизайн в отрыве от игры не сказать, что прям. Да, дизайн у них, ну не скажешь, что такой себе. Довольно такой потрепанный, старый. Даже видно провода. Обшивка вообще подранная полностью. Ну, у некоторых подран, но у Бонни такой вот вид. Ну, бантик-то ему понятно идет. Он всегда цел. Но сам корпус такой старый. Да уж. Давай, ну только мне не начинай. Устрашающий, скорее карикатурный, будто вылезший из самых глубин ночных кошмаров, кошмаров пораженного ребенка. И именно таких чудищ ребенок ни в коем случае не хочет видеть у себя дома, прячущимся в тени коридоров вашего дома, весьма обычного и вполне достоверного, а потому эффект, когда в самом обычном месте появляется нечто, работает по максимуму. Здесь наконец начала работать анимация, что Скотт пытался ввести в третьей части, но если там это выглядело нелепо, ибо все происходило у вас под носом, то тут есть в этом что-то из разряда Unnerving Images, или же напрягающие образы, как огромная махина, робот из бедных фантазий, что вы видите в бредовом сну болезни, просто уходит за угол в темноту, подальше от вашего фонаря. Противовес всем кошмарам выступает сам Фредбер. Он нигде не прячется и всегда возвышаясь над вами своей тушей. Да, известно, что пугает то, чего не видно, что скрывается в темноте. Но есть и обратная сторона. Пугает то, что приближается к вам прямо вплотную и в застывшей позе ждет ваших действий. Но даже не это главное в образе Фредбера, а его размер. Каждый кадр, благодаря его гигантскому росту, становится ужасающим. Огромная голова, лежащая у вас на кровати, или она же выглядывающая из шкафа. То, который при этом само чудовище еле помещается в нем под самый потолок. Но страшнее всего то, когда он подходит к ную. Это действительно выглядит как кошмар. Вот смотрите, у него, например, Впрочем, сам кошмар так себе. Это тот же Фредбер, только прозрачный, и вы видите его скелет и зачем-то мозги. Ну, окей, наверное, это... Ну да, он немного похож. Похож на Фредбера. Он может быть и как плотным, так и прозрачным. Но отличие, знаете, в чем, ребята? Цвет шляпы, галстука бабочки и пуговиц. И вот.
Это страшно, мозги. Наверное, в представлении Скотта тут мем будет всех пугать. Как бы то ни было, мозги вам особо в этот раз не понадобятся, поскольку вместо того, чтобы запоминать тактики, последовательность действий противников и прочее, Реакция все, что от вас нужна. требует игра, это ваш слух и реакция. А ну-ка, брысь со шкафа. Геймплей. О, кто это на кровати? Привет. Ты что здесь делаешь? Вы управляете мальчиком, что Ковато. обороняется от монстров в своей комнате. У вас есть фонарь, который способен их отпугивать, и вы можете сделать следующее. Подбежать либо к правой, либо к левой двери, приоткрыть ее и послушать, есть ли там кто. Услышав характерное закрыть дверь и дождаться, пока монстр уйдет. Ежели ушел, добиваете его фонарем и идете дальше. Подбежать вы также можете к своему шкафу, в котором ничего нет, но если вы замешкаетесь и пропустите Фокси, то тот незамедлительно обоснуется в нем, как заправский Гарри Поттер. Ну да, И, это собственно, точно. станет новой болью в заднице. Теперь и его нужно чекать. Светите на него фонарем, закрывайте дверь, и с каждым разом его ЧСВ уменьшается, и тот предстает к вам в образе. Ты игрушка Как делал. плюшевая Последнее, что вы игрушка. должны делать, это оборачиваться на кровати и отгонять мини-фреддиков, похожих на зубастиков из одноименного Да, фильма. похож. Потому что если этого не делать, то они соберутся в единого Рейнджера Супер Фредди Гандама, ну и сожрут вас. Невооруженным взглядом Да, немного вот сам Кошмарный Фредди отличается по геймплею. Вот Фредлов этих надо вот отгонять из кровати. Да, ребят, отгонять моментально нужно. Потому что если их соберется где-то более 4, отогнать будет практически невозможно. Так что мы как-нибудь тоже пройдем Five Nights at Freddy's, если я смогу это сделать. виден жирнющий аж в сторону первой части. Двери по Да, бокам. двери. Слева приходит Бонни. Справа Чика. А посередине вы должны пасти Фокси. Фредди разве что вписывается, но такое ощущение, что и самому Скотту было глубоко на него уже насрать. Five Nights at Freddy's. И я не удивляться былому полету фантазии Скотта. Он придумает ту же механику, только чуть по-другому и более нагруженную и комплексную. Потом он придумает что-то совершенно новое, и пусть не особо получилось, но за старание тоже плюс, как говорится. И вот он делает геймплей, схожий с первой игрой. Казалось бы, идеи иссякли, но как бы не так. Потому что одну и ту же вещь можно подать по-разному, а в случае Скотта подать страшнее. Ведь в первой части у вас Да, были здесь двери. двери И не были просто двери, металлические. а железные, громкие двери, за которыми вы были как за каменной стеной. Тут же двери по умолчанию всегда открыты, и если кто-то заходит, он непременно попадет внутрь. Чувство безопасности, вы можете где-то спрятаться, как-то защититься, нет и в плане, отчего геймплей становится более напряженным. Вы должны постоянно пасти своих врагов. И далеко не как в первой части, где вся ваша задача заключалась в наблюдении за Фокси, за Светом, ну и поехали. Здесь вы натурально выживаете и боретесь за свою жизнь. В тех порах мчась от одной двери к другой отгоняет себя чудищ, постоянно вслушиваясь в их передвижение. А вишенкой на торте становятся эти самые контратаки. В первом ФНАФе вам стоило только включить свет, и вы сразу же понимали, есть у вас в коридоре кто или нет. Да, появляющаяся из ниоткуда фигура нагоняет жути, но при этом она находится далеко от вас. У вас есть время и пространство для маневра, но в четвертой вы должны буквально открыть дверь и взглянуть в темноту. Да. Да если там кто, и только после того, как вы поймете, что есть, только тогда вы сможете ее закрыть и отводить неприятеля. И объяснять-то не стоит, насколько это в разы напряженнее по сравнению с первой частью. Смотреть прямо в темноту коридора, в которой может таиться все, что угодно. И под конец еще и рискованно посветить в нее фонариком. А вот меняется геймплей кардинально с приходом Фредбера. Да, это Теперь уже вместо кошмаров хардкор. только он один. Да, это уже хардкор уже получается. Ближе к пятой ночи именно Фредбер уже появляется. Еще заноза в заднице. Он может быть и слева, и справа, и в чулане, и на кровати. И начинается натуральная гонка. Я просто поражен тем, что Скотт умудрился в рамках одной игры поменять правила с ног на голову, но при этом суть оставить прежней. Вы также должны слушать, также отгонять его дверьми и фонариком, но делать это надо вдвойне быстрее и куда более внимательнее. А
ошибка, неправильное действие или долгое свечение фонаря. Да уж, когда я, почти половина всех игроков жаловались на убогий скример третьей части, Скотт слушал и записывал. Звук хороший. Как всегда, мне надоедает это вот сверла дроты. Ненавижу их. Ладно, продолжаем. Хорош. Очень хорош. Один из лучших серий, но пальму первенства для меня все еще занимает звук из второй. Он просто более громкий и бешеный. Ну, блин, как всегда, вот именно зависает в самый неподходящий момент. Да. Да, ребята, вот как видите, всегда зависает. Очень сильно вот. Сейчас, подождите-то. Что мне опять... Нет, у меня все. Хотите минуточку? Говори, не закрывай дверь. Сигнал плохо идет. Вместо всех кошмаров только он один. Он Вот я говорю, дверь просто закрыли. Так вот сейчас, подождите, вот здесь. маневра, но в четвертой вы должны буквально дверь и взглянуть в темноту. Дабы понять, есть ли там кто, и только после поймете, что есть, только тогда вы сможете ее закрыть и отводить неприятеля. И объяснять-то не стоит, насколько это в разы страшнее и напряженнее по сравнению с первой частью. Смотреть прямо в темноту коридора, в которой может таиться все, что угодно, и под конец еще и рискованно посветить в нее фонариком. А вот меняется геймплей кардинально с приходом Фредбера. Теперь вместо всех кошмаров только он один. Он может быть и слева, и справа, и в чулане, и на кровати. И начинается натуральная гонка. Я просто поражен тем, что Скотт умудрился в рамках одной игры поменять правила снов, но при этом суть оставить прежней. Вы также должны слушать, также отгонять его дверьми и фонариком, но делать это надо вдвойне быстрее, куда более внимательнее. Одна ошибка, неправильное действие или долгое свечение фонаря. Да уж, когда я и почти половина всех игроков жаловались на убогий скример части, Скотт слушал. Звук хорош. Очень хорош. Один из лучших в серии, но пальму первенства для меня все еще занимает звук из... Вот сейчас Он мы на просто этом более части. громкий и бешеный. Четверки же Довольно грубый и громко, грозный. да, ребят. То на вас напал дикий медведь, и он делает свое дело. Сами скримеры тоже хороши. Они быстрые, стараются лететь вам в лицо, а сама анимация довольно плавная. Проблема тут в том, что пугают скорее не они сами, а тот саспенс, что наращивает геймплей. Следующий фрагмент это чисто. Так, подождите, а там что было написано? Погодите. Вот здесь вот. Он более грубый и грозный. Будто на вас напал дикий медведь, и он Да, делает Дикий свое Медведь дело. Про. Сами скримеры тоже хороши. Они быстрые, стараются лететь вам в лицо, а сама анимация довольно плавная. Проблема тут в том, что пугают скорее не они сами, а тот саспенс, что наращивает геймплей. Следующий фрагмент это чистый геймплей без целью словить скримера намеренно. Ну-ка давайте посмотрим. Я слышу. Бонни! Ну, хотя бы стараются напугать, и иногда получается, но что нахрен вот это штраф? такое, я до сих пор не пойму. По-моему, Скотта до сих пор не отпускает призраки его прошлых игр, ибо он так и норовит вставить какую-нибудь мини-игру совершенно не к месту и зачастую дерьмовую. И ладно, там сюжетные мини-игры, они хотя бы раскрывают лор. Ну, так себе на самом деле, ибо над ними все еще гадают, ломают голову, ну хотя бы так. Но веселуха сплюш... Вот вообще не хотел материться, но вот что это, блядь? Какой еще в жопу плюштрап? Со стороны Скотта, разработчика, я понимаю, в чем Сейчас прикол. у Типа него же знаете снова будет Спрингтрапа, бомбить. ну того вонюченького, да? Да, я помню Теперь его. сделаем из него маркетинг. Игрушку и поместим в мини-игру. Дело сделано, сука. А со стороны игроков,
Тех, что любят копаться в лоре и подсказках, мелочах. Как это выглядит-то? Что далеко-далеко, в 80-х, когда еще даже не было никакой Фредди Пиццы, откуда-то появляется игрушка. Сука, я не могу это читать. Игрушка убийца из будущего в его гнилом костюме обгаженного говна. Ну вы понимаете, что это бред ебаный. Засунь ты игрушку, он ну хоть опять начал кого бомбить. угодно, и банды, Фредди, Фокси и так далее, и все было бы нормально. Они существуют в это время, но откуда? Откуда, блядь, взялась игрушка? Не просто аниматроника, а именно что дохлого аниматроника мужика-убийцы в костюме весенняя свежесть. И чтоб вы потом... Сумкарный, чё ты душ такое? Это просто мини-игра, фан-сервис, не кипишуй. Так он же есть в сюжете! Это точно, он всегда в сюжете. Спринтрап, пуштрап. Несколько трапов. Плюштрап. Плюштрап! И это надо было еще додуматься до такого имени. Да, вы не слышите, а это уже был звоночек, что Скотт сделает с персонажами. Вы думаете, это только вы смотрите на все эти радужные арты, где аниматроники все такие красивые, фури? Нифига! Скотт тоже их смотрит, и ему так понравились, что он забил на том, чтобы дальше делать персонажей страшными. И сначала он выкатил Плюштрапа как игрушечку. А он так выглядит симпатично. Хоть и кошмар, но симпатично. Ну, мимимик яростью одного из своих самых ужасающих монстров-маньяков. Вот А потом он выкатил FNAF World и Security Breach. Блять, ну какая же это хуйня! Да. Не сказать, что страшный он. Стоило только Спрингтрапу появиться в игре, как у меня снова подгорело, простите. Сейчас я потушу музей ужасов. Да, у него и мы перейдем пердак к снова выводу. загорелся. Вывод тут печальный. Четвертый FNAF, как завершение франшизы, это идеальная игра. Сам геймплей в ней — это огромная отсылка на первую часть. То, с чего все началось, но теперь еще страшнее и напряженнее. Графика стала лучше и реалистичнее, анимации хороши, музыка великолепна и идеально настраивает тон игры. И еще куча всего. Но минус-то знаете какой? А игра не стала финальной. Она позиционировалась как финальная, Да. называлась как Да, финальная. именно В ней так. самая понятная сюжетная линия из всех частей, казалось бы, все. Продажи и бешеная популярность сказали обратное. И Скотт, отринув в сторону все свои планы и творческие начинания, и таинственный сундук, просто пошел по дороге выкачивания всех соков из франшизы и ее фанатов, не остановившись до сих пор. Сначала вышла Sister Location с интересной идеей, новые пиццерии, новые монстры, но абсолютно никакущей реализации, полностью оторванным от реальности сюжетом и роботов с двойными Раздвигающий лиц. лицами, пи***ц. Family friendly, да, конечно, давайте поведем своего ребенка в заведение, где роботы могут себе лица раздвигать, это ж так весело, вообще не страшно. Я, конечно, понимаю, что аниматроники, они как бы должны нас пугать, как игроков, но при этом надо не забывать о том, что они как бы существуют еще и в мире игры, где они должны представлять собой роботов, что веселят детей. В первой части это работало, во второй еще больше работало. Но в Sister Location это просто какой-то бред. Я с ним согласен. Когда я пытаюсь обработать. Да, я с ним согласен. Да, это хоть какой-то бред, но это... Они хоть и пугают, но не сказать, что веселят детей. Затем Шиза поехала еще дальше, и пиццерия-симулятор стал просто одним огромным набором мини-игр, а визуальная составляющая деградировала до уровня ранних игр Скотта, над которыми все смеялись, и из которого франшиза FNAF вообще появилась. А геймплей это шутка, листок бумаги и пяление в вентиляцию с самыми пососными скримерами за всю историю. Document results. Лучше хрена не Не говоришь. говоря уже о просто отвратительнейшем дизайне персонажа. Спрингтрап стал скрэп-трапом, а его внешний вид — это Джимми Нейтрон. Похож, Ну и похож. конечным пунктом Шизы стало, ну просто на отъебись и нахер сделанная Custom Night, в которой единственная забава — это включить всех роботов разом и сдохнуть от этого. Визуал — дерьмо, аудио — дерьмо, анимации — скримеры все один в один отвратительные с землетрясом, вот как ему
похуй. Ну и до наших дней. Большая Это и пока мы амбициозная не будем- security breach. А сам Security Breach мы пока не будем трогать до тех пор, пока не наберется нужное количество лайков и комментариев. Ее геймплеем типичного инди. Ну, там посмотрим, там. Хоррор с 2010 года. Наряду с дизайном персонажей, которые не страшные от слова нихуя. Многие считают, что франшиза FNAF умерла, но как бы не так. Что именно с ней в данный момент происходит, показывает сам Скотт в Custom Night. Если вы пройти такие игру, включив вообще всех, то вам покажут вот это. Так, давайте посмотрим, ребята. Золотой Фредди. В конвульсиях. Именно это и происходит. Золотой Фредбер, который уже давным-давно должен был обрести покой, как и все оставшиеся души, все еще бьется в конвульсиях, олицетворяя тем самым саму франшизу, что никак не может остановиться. Поэтому у меня нет никакого желания дальше продолжать этот цирк. FNAF для меня закончен на 4-й части. И пусть так оно и останется. Обзоров на следующей части не будет. Я в них Ну, не совсем, что обзора следующей части не будет. Да, посмотрите. Он выпустил еще одно видео по такой же игре, но 9-й части. не играл, они мне не нравятся. Они отстой и место им на параше. Как-то так. Вот и подошла к концу моя, можно сказать, ретроспектива обзоров на ФНАФы. Началась на одном канале и закончилась на другом. Да, смешно получилось. И как ни удивительно, от нападок пострадал не только мой канал, но и сам Скотт Коутон. Жители Твиттера, как это нынче бывает, вновь на что-то обозлились, а именно на политические... Всегда, вот каждый раз, почему-то именно эти игры, любые, сразу в политику. А мне знаете, какого хрена в политику надо было? Вот это вот, то, что вы видите, вот я показываю, вот это. Осуждаю, я полностью осуждаю. Но не надо вот говорить что-то в комментариях. Это и так ясно. взгляды Скотта и то, что он поддерживает не тех людей. Словами не передать, насколько это тупая ситуация. Вроде бы современный мир, развитые страны, свобода слова и выбора, но если ты голосуешь и поддерживаешь не того, то тебя просто возьмут и отменят. Несмотря на все, что ты для них сделал, они тебя А возненавидят. это Так человек- зачем надрываться? Затем, что так правильно. Первую часть. Граждане требуют... Отменить расистскую. Тварь. Экстренный выпуск. Даже несмотря на огромную поддержку со стороны сообщества ФНАФа, Скотт решил долго не сопротивляться, а просто уйти с миром на пенсию, отдав франшизу в руки кому-нибудь другому, скорее всего своему преемнику. Кто он, неизвестно. Хоть все это мы и грустно знаем, звучит, кто. но я считаю, что это даже к лучшему. Скотт наконец сможет уделить время своей семье и детям, а франшиза наконец получит второе дыхание. Мы часто ругали и критиковали Скотта за неудачные решения и доение франшизы, и даже в этом ролике это было. Но сейчас я хочу забыть обо всем этом и запомнить только самое лучшее. А именно, первые 4 игры. Они навсегда останутся со мной в сердце и теплых воспоминаниях. И именно за них, за счастливую юность, за бессонные ночи просмотра Блинов. летсплеев и теорий, я хочу поблагодарить Скотта Коутона. Это было весело и местами страшно. Спасибо за все. Ну а с вами был Сумочкин. И помните, когда основная серия скатывается к чертовой матери, то, как правило, смотрит в сторону фанатов. А вот мы тоже скажем. Мы наконец-то досмотрели именно Five Nights at Freddy's 4. Что могу сказать в итоге? Ссылка на плейлист будет в описании. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Пишите комментарии. Что еще я могу вам заснять? И еще. Следующий видеоролик будет по самой страшной. Именно, ну, не сказать, что страшной, но популярной видеоигре. Гренни. Это я как небольшой спойлер. Потому что надо
заснимать мотоканал игровой, а не только реакционный. Так что всем удачи и всем пока.